Когда я только начинала работать свахой, мне казалось, что, красивой девушке, гораздо легче найти, пару, чем менее красивой. И точно так же мне казалось, что обеспеченный мужчина, очень хороший, завидный жених, и ему, гораздо легче, подобрать пару. И сейчас я работаю более 15 лет уже свахой, понимаю, что дела обстоят совершенно не так, как мне вначале казалось. И немножко скажу почему. Потому что красота, у девушек, у женщин, и так же, как и финансовое состояние у мужчин, они нужны, только в начале отношений, когда нам нужно привлечь внимание. Вот, конечно, красивую девушку гораздо легче, сосватать, что называется, то есть, предложить, хорошему мужчине, и он с радостью согласится с ней встретиться. Но вот дальше отношения строятся немножко по другим принципам. То есть, мужчина, выбрав красивую девушку, конечно, хочет, чтобы она была красива во всем, чтобы он что-то красивое, приятное мог услышать, чтобы он что-то, хорошее, приятное мог почувствовать с этой девушкой, почувствовать какой-то комфорт, почувствовать ее женственность, почувствовать ее мягкость, ну и так далее. И также услышать мужчина хочет от красивой девушки, слова поддержки, слова восхищения, какие-то такие приятные слова. Но, красота, у девушек часто, вырабатывает другие качества. Девушка вкладывает в себя, много времени, она требует от мужчины. То есть, что слышит мужчина? Ты должен, я хочу, чтобы было вот так, я хочу, чтобы это было по-другому, вот так я не хочу, ну и так далее. То есть, претензии, состояние, когда мужчина в прислугах вдруг оказывается, когда очень много требований к нему, когда эти требования могут высказаны, я иногда поражаюсь, как это возможно, в очень ультимативной форме. Конечно, они эту красоту в глазах мужчины разрушают. И также красивый мужчина, он, конечно, может впечатлить, он может красиво ухаживать, но вот черты характера, умение заботиться, умение идти на компромисс, так сказать, это уже не от денег зависит. Поэтому не думайте, что если у вас нет потрясающей красоты и много денег, что вы менее достойные жених или невеста. Дело совсем не в этом. Дело все-таки в характере.